Заготовками заниматься по-любому нужно, потому что зимой нет такого изобилия фруктов и ягод. Особенно в тех семьях, у кого есть маленькие дети. Согласитесь, первое лекарство от всех простуд – это малина. Наверное, меньше уже заготовка, поменьше будет, но все равно сделаем. Ну, если сахар будет дорожать, просто не будем сладкого есть. Мы успели купить сахар, пока он еще был дешевый, и уже варенье наварили. Ну, я собираюсь. Есть, который не может. Ну, мне пока хватает денег по этому. А так, если по общей, очень дорого для других. Конечно, все равно будем заготавливать. Это здоровье, на этом не экономят деньги. Поэтому, независимо от этого, может быть, меньше, чем обычно, но все равно будем. Вы знаете, я считаю, что это вообще не нужно, это перевод продуктов, это не витамины для организма, это не основа питания сахар, так что меня это как-то не коснулось абсолютно. Да, конечно. Но если раньше я варила варенье, допустим, 5 килограмм клубники, теперь буду варить 2 килограмма, но все равно это же нужно на лето, не на лето, а заготовка на зиму. Ну, как можно обойтись без малины, скажите? Да, потому что у меня дети, у меня внуки, мне надо их кормить свежими овощами, тем более вареньем. Зимой, это, сами знаете, часто болеем. Ну, если сахар 40, и клубника 40, и 60 абрикос, как же невозможно варить варенье? Ну, дорого, недорого, а на зиму все равно надо готовить. А что делать?